Тинчурина и продолжаем нашу серию встреч, которая называется «Тинчурин». И сегодня вместе с нами Гузель Хасанова, основательница и директор издательства казанского Юлбасма. Мы сегодня будем говорить об издательском деле, о книгах и о мероприятии, которое у нас пройдет уже в эту субботу, 18 декабря. Здравствуйте. Гузель, мы с тобой не так давно знакомы, но ощущение, что, не знаю, что я тебя знаю всю жизнь. И еще при первой встрече у меня возник такой вопрос, как вообще ты пришла к издательскому делу? Как вообще появилась идея тебе самой, не знаю, основать издательство? Почему так вот? Мне кажется, что это не была идея основать издательство. Вначале это было хобби, которым я занималась во время своего декрета, но сейчас, уже рефлексируя на эту тему, я понимаю, что оно возникло неспроста, потому что любимым делом в детстве было читать книги. В школе я занималась какими-то газетами, в институте я придумала основать, была главным редактором независимой студенческой газеты, потом проходила практику в журнале «Большой город», который принадлежал издательскому дому «Афиша». И вот уже будучи в декрете, в поиск хобби привел меня опять к издательству, но я понимаю, что это было не случайно, а потом я поняла просто, что это то, чем я хочу заниматься все свое время, и вот так сложилось, что сегодня это уже большое издательство, которое ежегодно издает по 10 книг, у нас много партнеров, и это уже основное дело моего. Я могу сказать, что я тоже познакомилась с твоим издательством во время своего декрета, когда я дочери искала книги, и помню, что увидела просто на какой-то ярмарке, взяла книгу и поняла, что я хочу эту книгу иметь дома. Вот. И какой-то... в чем вообще особенности издательского дела? Вот, потому что для меня все-таки мне довольно сложно, как человеку вообще из другой профессии, представить, что такое издательское дело. И, не знаю, я представляю какую-то там супер творческую профессию, что это вот человек, который, я не знаю, что-то придумывает, создает. Немножко расскажи об этом. С одной стороны, это издательское дело заключается в том, чтобы придумать контент и придать ему какую-то форму. И это, собственно, то, чем занимаемся мы. И в этой части действительно вот эта творческость, она есть. То есть какое-то время мы придумали контент, который нравится только нам, потом мы поняли, что мы не можем не чувствовать, какие проблемы есть в обществе, что интересно детям, и придумывать, создавать тот контент, который был бы еще интересен нашей аудитории. И это вот та часть, которая действительно связана с идеями, с взаимодействиями с людьми, с командой. И есть прям такая менеджерская часть, сторона этого дела. Она более прозаичная. Книги надо издать, привести и где-то хранить с одной стороны, и книги надо продавать с другой стороны. И в этом отношении издательство, наверное, мало чем отличается от каких-то других компаний, которые занимаются другого бизнеса, производством и продажей. Да, потому что в конечном итоге мы должны, повторюсь, где-то произвести. Типография, где печатаются книги, также мало чем отличается от какого-то цеха, потому что это есть цех производственный. Мы должны где-то хранить эти книги, мы должны их продавать, развозить их по магазинам, по складам маркетплейсов. И в этой части это прямо такое... кто этим делает? Вот этой частью кто занимается? Мы не держим сотрудников, которые занимаются этой частью, они, как правило, на аутсорсе. То есть типографию мы выбираем под каждый проект отдельно. Каждый проект отдельно? Практически да. Единственное, что в последнее время большая часть наших книг печатается в EDL Press, и, наверное, это больше вынужденная, что ли, мера, чем желаемо, потому что мы, конечно, хотели бы сотрудничать с разными издательствами, там возникают вопросы типографиями, да, там возникают вопросы логистики, ценообразования и вот какие-то там ограничения. То есть на сегодняшний момент EDL Press, он последние два года, вот сначала ограничений пандемии, у нас книги, которые издаются в твердой обложке, они печатаются все в EDL Press. А те книги, которые издаются в мягкой обложке или не книги, какая-то другая полиграфия, то они уже печатаются в разных издательствах, в типографиях.
Вот. А что касается распространения, то там тоже в основном аутсорс. Некоторые задачи закрываю я сама. Я загружаю книги в свою машину и везу Понятно, на ты склад. сама занимаешься реализацией. А какие-то, да, когда уже действительно там много книг и большие объемы, мы просто привлекаем транспортные компании, и этим занимаются они. Расскажи, вы сколько уже существуете как издательство? Да. Сколько лет издательству Юлбасма? В 22-м будет 10. То есть прям сейчас приличный. 10. Да, 10. Надо, конечно, признать, что за этот период у меня было 2 декрета, и мы вот так вот как бы выпадали. То есть это были годы, когда, например, там, год, в течение которого вообще не было книг, или там, в течение которого одна появилась книга, да. Но вот последние несколько лет мы уже вот так довольно активно работаем. А если говорить о специфике, наверное, главная специфика в том, что главный ресурс в издательстве все-таки это люди. И ну, когда меня спрашивают, а что главное? Главное это найти и привлечь тех самых людей, иногда единомышленников, иногда нет, но которые очень подходят, например, для какого-то проекта, и соединить их вместе, склеить их. Это не только авторов, это и авторы, иллюстраторы, дизайнеры, корректоры, редакторы. То есть, и вот, как, знаете, такой клей, чтобы их вместе как-то объединить. То есть вот тогда правильно я понимаю, что Юлбасма это такой как мед, который склеивает чак-чак. Мне кажется, это классная метафора, да. Понятно. Расскажи, пожалуйста, вот за эти 10 лет какая у вас самая продаваемая книжка и ожидаемо ли было? Ну, то есть, когда вы создаете какие-то книги, не знаю, есть ли ощущение, что вот это, например, будет иметь успех, а это нет? И бывает ли так, что оказывается все ровно да наоборот? Чаще всего нет. Мы отчетливо понимаем, какие будут книги хорошо продаваться. Например, долгое время в книжном портфеле такой книгой была книга со сказками Абдулы Тугая. Тоже сложно понять, почему. В последний год бестселлером стала книжка с татарскими народными сказками с названием «Изумбыльдым Диген». Ее нам нарисовала башкирская художница Гульнара Фаляхова. И мы предвосхищали, понимали, что у нее будет успех. И вот книга «Легенда Казани», которая тоже в этом году вышла, тоже очень популярна. Причем это те книги, которые в течение 4 месяцев мы распродали тираж, и мы переиздаем их сейчас, когда вот мы только летом этого года они появились. И на самом деле сейчас это очень осознанный выбор в пользу вот таких книг, потому что мы точно понимаем, что в книжном портфеле у нас есть такие локомотивы, то есть книги, которые хорошо продаются и позволяют нам чувствовать себя более-менее устойчиво, и книги, которые мы понимаем, что продаваться будут плохо, но мы не можем их не сдавать. Но вам важно, так, чтобы они были для нас самих. Поэтому мы вот уже последние 2 года точно, планируя книжный портфель, то есть те книги, которые мы будем издавать, мы планируем так, чтобы там были книги, которые нас будут кормить, и так интересно, книги, которые кормят, и книги, которые мы не можем. Я правильно же понимаю, что нет такого разделения? И те, и другие книги — это книги для души, и вы издаете то, что хочется. Да, конечно, это все любимые дети одинаково, но при этом мы не можем не понимать, что «Легенда Казани» — это та книга, которая будет интересна не только местным жителям и гостям, и за счет этого, соответственно, продажи увеличатся. Или, например, когда мы приглашаем художницу, которая в своей иллюстрации обращается к понятным для всех каналам, там, в орнаменте, в каких-то, там, у нее, например, тема ветра, и проскальзывает это очень красиво, там, мужчина и женщина появляются в иллюстрации. Мы тоже понимаем, что это не может не найти отклик и будет хорошо продаваться. То есть в любом случае это наши любимые книги, но у нас как бы есть такое четкое понимание, что вот они многим понравятся. А есть наоборот, тоже. Пример. Да, пример. Мы в этом вот уже начали работу над книжкой. Это будет книга о чтении и мы будем делать серии
3 книги для детей младшей школы, средней школы и старшей школы. Вообще это читательский дневник, но мы хотим уйти от слова дневник. Название книги будет, скорее всего, «Читаю, что хочу». И это такой помощник, чтобы запустить ребенка в мир, где можно читать по любви, а не потому что... Не потому что это, например, по школьной программе. Да, то есть там, ну, во-первых, будет список с рекомендованной по возрастам литературы, которая уходит за пределы школьной программы. А во-вторых, это будут объяснения, там, как следить за героем, как следить за тем, как развивается сюжет, как можно написать рецензию на книгу, как можно придумать продолжение книги. И вот через такие ненавязчивые штуки я понимаю, что у него... Ну вот первая книжка уходит для детей начальной школы. Это в этом году. Так, в этом году мы начнем. В следующем году мы начнем для детей средней школы. Да. Но я абсолютно четко понимаю, что это не та книга, которая будет продаваться так же классно, как «Легенда Казани». То есть, во-первых, там есть ограничения по возрасту, там дети с 6 до 10-11 лет, наверное, да. Во-вторых, не всем откликается и не все понимают, почему вообще нужен такой дневник. Да. Но тем не менее, мы не можем его не сделать. Вот он у нас будет 2 книжками. Такая книжка будет для детей, которые читают на русском языке, и для тех, которые читают на татарском языке. Вот как раз икинчи сырау у татаршама рушама была и икетилде. Икетилде. Ол китап икетилде чыгачак. Ике айрым китап. Һәм аларның тексты тәрҗемәдә биреләчәк, әмма китап исемлеге башкача булачак. Ну, то есть основной текст будет в переводе, а вот какие-то штуки типа цитат или, например, списки литературы, ну, соответственно, они будут другими, они будут уже татароязычными, там, татарских писателей, скорее всего. У меня мозг работает таким образом, мне кажется, что еще у каждой книги, ну, если только это не прям какая-то коммерческая история, очень важно, чтобы были проводники, потому что как будто бы книга попадает к нам в общество через того, ну, кому бы интересно было бы, ну, не просто дать ей жизнь, да, а так, чтобы она шествовала. Я просто стала думать про эту книгу, что, ну, есть сообщество читающих родителей, например, через которых можно, ну, как-то можно было. Я сразу же начинаю думать, ну, как бы было это интересно, не просто, ну, в единичном случае, или, может быть, учителя, которые видят, что, ну, дисциплина уже не работает как таковая, но есть интерес, который ведет нас, ну, просто в какие-то невероятные места. Да, и эту книгу мы на самом деле делаем совместно с Национальной библиотекой Республики Татарстан, и автором этой книжки выступила девушка, которая придумала проект читашки для этой библиотеки, и, соответственно, у нас вот она еще и вот в том числе от этого родилась, но еще понимание того, ну, понимание уже нас как мам, того, что очень сложно ребенка заставить что-то делать, но классно работает, когда у нас у взрослых получается пробудить интерес и любовь, и тогда ребенок уже сам начинает там карабкаться по этим знаниям и искать что-то там для себя. И вот эта книжка как раз будет такая, про то, чтобы пробудить интерес и любовь. Ну, я вообще наблюдаю, ну, тоже как мама, как появляется интерес, то есть как осуществить вот этот переход от того, что, мне кажется, практически все дети любят, когда им родители читают книги, вот, и этот процесс, когда камерная обстановка, это общение с ребенком, который, ну, это отведенное время в определенном пространстве с определенной книгой, и вот это, ну, как бы общение, оно бесценно. И момент, когда происходит этот переход от того, что вы делаете, ну, как бы втроем, да, ты, книга и ребенок, на, собственно, то, что когда ребенок начинает уже непосредственно сам. И я могу сказать, что, ну, в нашей семье этот переход довольно сложно осуществляется, то есть вот этот такой подбор, какую книгу будет интересно прочитать ребенку самому и как, ну, помочь в этом процессе. Ну, мне кажется, что здесь важно понимать еще и права ребенка по отношению к чтению. И вот в нашей книжке они тоже прописаны. Во-первых, ребенок может хотеть читать, а может не хотеть. Да. А он может
захотеть читать не ту книгу, которую мы хотели бы предложить. Мгм. Он может захотеть читать лежа, а не сидя под лампой. И мне кажется, что и мне кажется, это какие-то такие важные штуки, потому что когда мы в какие-то рамки загоняем этот процесс, Мгм. применительно к ребенку, то ну, не работает это. Но еще, говоря о любви, мне кажется, что вот, важно еще понимать, что интересно ребенку, и для этого понятно, что для этого должен быть контакт, и предлагать им тот вариант и тот текст, и в том формате, который хорошо ложится вот на вот эти особенности характера. Ну, то есть это может быть комикс, это может быть какая-то графическая новелла, это могут быть какие-то смешные стихи там, или вредные какие-то советы. И вот через такие книги как бы вот запускать в этот мир, потому что это же на самом деле большое путешествие. Мгм. Ну, то есть мы В подошли в котором может быть интересно только тебе и книги. Да. Очень классный способ, когда родитель начинает читать книгу с ребенком. Ну, то есть, например, я помню, мы так начинали читать Тома Сойера с сыном, когда первая глава или первые две главы пошли вместе со мной, а дальше я просто уже не могла оторвать ребенка, потому что он уже там, не знаю, уроки перестает делать и откладывает их на ночь, потому что он большую часть своего времени читает. Ну вот каким-то таким, наверное, образом. При этом я не отрицаю того, что, да, особенно почему это полезно вот через такую любовь заводить, потому что есть же книги, которые сложно читать, например, не знаю, там, школьнику Александр Сергеевич Пушкин читать сложно, там, Ивана Толстого или Достоевского читать сложно, но тем не менее такая работа. И вот без понимания, вот без этой любви на начальном этапе, да, вопрос, как вообще убедить ребенка прочитать литературу, которую ну вот действительно стоит прочитать, действительно где-то над собой усилие такое приложить. А иногда достаточно пройти первые, там, например, 30 страниц, потому что мы тоже знаем, что мы все разного характера, и книги тоже с разным характером. Да. Иногда бывает 30 страниц, Да. только разгоняется, и потом начинается основное. У меня еще вопрос по поводу языковой политики. Есть ли она в издательстве, какая она? Потому что бірінші китаплар мен көрдім, алар екі тілде болды. Мен izledim татарша китаплар менің қызыма, һәм мен ойладым, нинди китаплар миңа кирәк, нинди китаплар, чөнки мин татарча тоже начар беләм, әз сөйләшәм, һәм миңа ничек миңа ярдәм итә, ничек аны кызык була, и мин таптым Первые книги, которые мы сдавали, были книги на татарском языке. Мы вначале себя так позиционировали, татарское издательство. Но в последние годы я понимаю, что мы начинаем позиционировать себя как казанское издательство. И мы издаем книги, стараемся издавать книги на русском и татарском языках. Мы практически сразу переводим их. То есть даже вот у нас вот эта книжка с татарскими народными сказками вышла на татарском языке, и вот в январе она у нас появится на русском. А она параллельная или это просто две разные книги? Вот у нас был этап, когда мы издавали книжки билингвы, это когда внутри одной книги есть два языка. И там по-перски могут быть разные варианты, то есть либо на перевертыш, либо там построченный перевод, или на черных страницах один язык, на нечетных другой язык. Но потом мы отказались от такой практики. У нас редко, но выходят книжки билингвы. Ну вот «Легенда Казани». Ну вот, например, «Легенда Казани», да. Но большая часть книг все-таки сейчас выходит на двух языках. И мы поняли такую особенность, когда книжка билингва попадает к двуязычному ребенку, к ребенку, который знает там два языка, он выбирает читать ее на том языке, который ему понятнее. Да, и это, мне кажется, не надо обвинять и детей тоже, это вообще свойство мозга, лениться, выбирать какой-то более простой вариант, поскольку они учатся в школах по-русски, взаимодействуют с детьми там, чаще всего по-русски, соответственно,
даже если не знаю татарский язык, он гораздо реже используется в повседневной жизни. И в письменном, да, и вот восприятии новой информации. Поэтому детям легче читать по-русски, не упирать русский язык, тогда получается, что цели наши не достигнуты, цели связаны с тем, чтобы ребенок читал по-татарски, например. Поэтому мы отказались от такой практики, и у нас вот сейчас выйдут в 2022 году 3 книжки нонфикшн. Там будет одна книга по микробиологии, другая книжка «Почемучка» — это ответы на популярные экологические и биологические вопросы. Третья книжка будет такая, тоже связана там с природой, с экологией, и они будут отдельными книгами. То есть будет книжка на русском, на татарском в первую очередь, они вначале выйдут на татарском, и потом выйдут аналогичные по визуалу книги, но на русском языке. Будет 2 художественные книги тоже для детей, и они тоже выйдут, правда, параллельно они будут издаваться на татарском языке и отдельно на русском языке. И сейчас мне очень нравится такая, наша такая политика, потому что хочется быть максимально открытым для всего населения Казани и Татарстана. Хочется делиться нашими мыслями со всем населением, и чтобы язык здесь не стал преградой. Соответственно, мне кажется, это очень естественно, поскольку в Татарстане проживает большое число людей, которые русскоговорящие, татароговорящие. Мне кажется, это очень естественно, когда мы издаем и на русском, и на татарском языке. То есть, очень интересный момент. Мне кажется, сейчас будет любопытно проследить, как будет работать другой вариант, потому что у меня просто есть опыт довольно большой, но это скорее не художественная литература, а именно научный. Когда ты изучаешь другой язык, это удобно, когда... Да, мы понимаем, или когда, я, например, так работала с текстами средневековой латыни, когда есть, например, текст на латинском языке, и, соответственно, да, я его гораздо хуже знаю, чем, например, итальянский или английский язык, и я просто параллельно слежу и смотрю за особенностями, но как бы один помогает мне понимать текст другой. Да, я также, например, сейчас читаю книги на татарском языке, я стараюсь это читать на татарском, но если рядом есть русский вариант, но ты абсолютно права, что если как бы ты это делаешь для удовольствия, а у тебя такая не дидактическая цель, а получение удовольствия, то, наверное... Кстати, те книги, которые все-таки издаются у нас такие билингвы, они как раз и издаются билингвами, потому что у них такая аудитория, как ты. Потому что, например, мы издали сейчас путеводитель по арт-объектам Альметьевска, по паблик-арту, и вот она тоже двуязычная. Почему? Потому что мы понимали, что там в этой книге используются очень простые, она часть сделана как комикс, часть там публицистика, там используются очень простые понятные предложения, и эту книжку, скорее всего, будут брать в руки люди, которые туристы, которые, может быть, не владеют татарским языком, и вот эта двуязычность может помочь этот интерес к языку. Да, и просто там очень простые фразы, которые могут помочь даже в таком общении. Или вот казанские легенды, тоже у нее основная аудитория туристы или не владеющие языком, и вот эта двуязычность, она помогает познакомиться. То есть вот как раз те книги, которые у нас остались в портфеле билингвы, они для такой аудитории, они с такими задачами и остаются билингвами. А те, которые издаются для детей с целью, чтобы дети все-таки читали эти тексты на языке оригинала, вот такие книги мы перешли на издание таких книг вот уже отдельными книгами на государственном языке. Вообще это очень интересно, как точечно вы работаете, что у вас нет готовых решений на все, и что каждый раз где-то, может быть, методом проб и ошибок, где-то вы просто смотрите, как идет, и что вот это, и что даже вопрос политики и вообще стратегии и, с миссией мне, более или менее понятно, может быть, потому что, она созвучна тому, что думаю я, а вот стратегия, что она каждый раз, это могут быть разные способы, и, то, что вы сознательно решаете, например, делать и на русском, и на татарском языке, где-то разграничить их, и, что это
как раз работает на, ну, на укреплении языка в том числе, для того, чтобы у меня тоже были, например, возможности увидеть языковые клише всех книг каких-то, ну, которые мне там, я не знаю, нужны будут, или там, дочери, или мне кажется, что и в школах они тоже могут быть использованы. У меня следующий вопрос, он про то, как ты вообще находишь, или они находятся сами, как происходит идея создания какой-нибудь книги, откуда, и как ты потом начинаешь искать авторов, ну, если это не Габдулла Тукай, вот. Забавно, да. Ну, по состоянию на сегодня за это отвечают, на самом деле, отвечаю не я, отвечают 3 человека. Это, помимо меня, Юлдус Минуллина, это наш литературный редактор, и Гузель Гарипова, наш художественный редактор или арт-директор. И те книги, которые у нас создаются, соответственно, как правило, это книги, которые кто-то вот из нас предложил, или вот как-то в наших разговорах совместных там появилась, или это книги, которые, там, не знаю, про нас, отвечают на какие-то там наши боли, и мы решили, что это может быть связано со всеми. Но при этом я не могу не сказать, что некоторые книги, которые издаются в Юлбасма, это книги, которые нам заказывают. То есть появляется заказчик. Такие тоже есть. Да, появляется заказчик. Иногда заказчиком выступает автор. То есть автор он сам говорит, что я хочу издать, не готов там, финансировать. Или заказчик, там, какая-то организация, которая говорит, мне вот эта тема интересна, мы хотим вас привлечь, там, посотрудничать, чтобы эту книгу издать. Такие книги тоже есть, но я здесь не могу не отметить, что в случае, если тема не предложенная нам тема заказчиком не откликается нам самим, мы не берем в задание такие книги, и такие примеры периодически случаются, когда они, ну, нас просят что-то издать и готовы за это заплатить, но, например, ну, эта тема или там этот текст не отвечает, да, нашим собственным там, видением, там, и мы просто, несмотря на то, что это, ну, что это там, бюджет, мы отказываемся от этих книг. То есть даже эти книги, которые заказ, они для нас, ну, прям как про нас тоже. Расскажи, пожалуйста, о той книге, которая, собственно, презентация которой состоится 18 декабря в 12 часов в нашем театре. Да, как же появилась идея? Что это, кстати, книга как раз тоже, которую мы сдавали на заказ. Там получилась удивительная история, потому что это книга песен на стихи Джавада Таршманова, и в прошлом году было 100-летие со дня рождения Джавада Таршманова, юбилей, и наследники автора обратились в наше издательство с тем, чтобы издать эту книгу. Не знаю, почему они выбрали всех издательств Татарстана именно нас, но так случилось, что именно в этот период мы как раз ясно осознали проблему отсутствия нот татарских композиторов, и тоже думали, за какой бы материал взяться. А там еще есть особенности, связанные с версткой, там какие-то другие моменты. Там. И вот мы как раз думали, вот как бы подступиться к этой теме, и вот когда появилось такое предложение, там, ну, для нас это было какое-то там чудо. Потому что после этой книги мы уже издали ноты Эльмиры Низамова. В следующем году у нас опять планируется 2 нотных сборника. Но вот в плеяде вот этих нотных книг книга Балачан Тунеса была первая. Это песни, которые предназначены для исполнения детьми в садиках, в дошкольных учреждениях и в началке школы. Плюс там есть некоторые композиции, которые инструментально сложно переложены, и, соответственно, они могут быть еще интересны и в музыкальную школу, детям, которые в начальных там, классах музыкальной школы учатся. И вот они впервые, наверное, прозвучат на презентации вот уже в таком варианте. Еще до этого не исполнялись? Нет, они, ну, поскольку продажи там уже полгода, книга вышла полгода назад. По-моему, да, надо уточнить, то есть кто-то уже успел приобрести, или год назад, кто-то уже успел приобрести и, ну, играть, да, и пользоваться, потому что там уже какое-то число книг продано. Где-то, вот, может быть, автор исполнял там не знаю. Расскажи о композиторе, кто? Композитор — это Алсу Сунгатуллина, молодой композитор из города Казани. Она также является преподавателем по фортепиано для детей. И вот эта детская тема ей, ну, как бы не понаслышке близка, потому что она, ну, собственно,
взаимодействовать всегда с детьми. И, То есть, я правильно понимаю, она взяла стихи да, Таржиманова, и она написала музыку. да. Причем мы выбирали стихи, которые, как нам показалось, были бы актуальны в наше время, потому что стихи-то были написаны уже давно, и мы выбрали те, которые и сегодня могут быть интересны детям, и вот на эти стихи она написала музыку. То есть вот весь сборник — это сборник автора музыки, который является вот Алсу Сунгатуллина, молодой композитор Здорово, казахский. потому что я в свое время тоже училась в музыкальной школе. Я помню, что в моем детстве, это 80-е, начало 90-х, это тоже был особый запрос найти ноты. Здесь недалеко от театра был такой большой нотный магазин, и все охотились за разными нотами, они передавались из поколения в поколение, и вот просто... И сегодня при обилии печатной продукции оказывается, что с нотами опять проблема. Да, с нотами очень большая проблема. Мне сложно сказать, почему так случилось, потому что это проблема, которая есть не только в нотах татарских композиторов, а вообще российских композиторов вообще. Да. Видимо, в какой-то момент ноты исчезли, потому что их стало нерентабельно печатать, и издавать и продавать. И, насколько я понимаю, играющие люди, они распечатывают ноты и играют вот с распечаток, а вот прям напечатанных сборников очень-очень мало. Понятно. И мы приглашаем 18-го, у нас будет в нашем театре презентация этой книги. Мы пригласили, в 12:00 мы пригласили авторов, да, мы пригласили Алсу Сунгатуллину, которая, собственно, и написала. Будет еще ведь исполнительница. Да, это вообще какая-то удивительная коллаборация, потому что помимо Алсу будет вокалистка, это студентка Казанской консерватории, и будет некоторые композиции прозвучат в сопровождении оркестра театра Тинчурина, дирижера Ильяса Камала. Получается, тут вообще сразу же несколько институций, да, принимают участие в концерте, и мы очень надеемся, что вот эти композиции прозвучат, а потом продолжат жить уже в садиках, в школах, в музыкальных школах. Ну, мне вообще кажется, что сегодня мы существуем в таком мире, где важны вот такие коллаборации, где важно, чтобы разные институции становились, как раз тем местом, где могут, собирать самых разных людей, потому что мне, конечно, здесь очень важно то, что мы поддерживаем местные издательства, местных композиторов, местных авторов, и что это еще и на татарском языке. И в этом смысле площадка, театра, она бы как раз могла бы стать таким способом как раз трансляции важных идей и смыслов, которые создаются. И мне важно, что нас поддерживает еще и оркестр с Ильясом Камалом, который тоже откликнулся, для того, чтобы было видно, что то, что создается, может быть, и имеет целью довольно узкой, да, мы же говорим, что есть про целевую аудиторию, что это дети с детского сада или начальной школы, или, может быть, музыкальных школ. Но поскольку в этой коллаборации участвуют и студенты консерватории, вокалистка, которая поет, и профессиональный оркестр, который позволяет по-другому быть услышанным в этой музыке, потому что то, что ты играешь где-то на фортепиано, вот я тоже могу сказать, мы сейчас просто с дочерью осваиваем, и это одно звучание. И когда ты это слышишь со стороны в красивом зале с оркестром, ребенок понимает, может быть, куда он идет, и чем он занимается, и куда это может вылиться. Может быть, как знать, может быть, часть из этих детей потом будут, например, профессиональными музыкантами. Да. И мы очень благодарны театру за то, что вы движетесь в этом направлении. Спасибо.